Всемирный фестиваль молодежи – это масштабное событие 2024 года, которое объединяет молодежь со всего мира. Фестиваль проходит раз в несколько лет и представляет собой площадку для обмена опытом, культурного разнообразия и дружбы между молодыми людьми различных стран и национальностей. Программа вообще очень насыщенная, состоит из образовательных мероприятий, содержательной, спортивной, культурной программы, там многочисленные выставки, кинопоказы, марафоны и многое-многое другое. В качестве спикеров принимают участие очень такие выдающиеся люди, в частности, начну с политиков, это Дмитрий Медведев, сегодня был Сергей Лавров, Михаил Мурашко, Игорь Левитин, Денис Мантуров, Алексей Лихачев, Артем Жога был председатель Народного совета Донецкой Народной Республики, наш славный командир Ахравиц, Татьяна Черниговская, Эмир Кустурица, многочисленные зарубежные гости, в том числе политики, дипломаты, депутаты, деятели культуры, актеры, музыканты, режиссеры, выдающиеся спортсмены и многие-многие другие именитые и заслуженные люди. Инар, я сегодня как раз наблюдала в одном из телеграм-каналов, какая очередь была к тому же Дмитрию Медведеву. Вам удалось попасть к тем людям, которых вы сейчас перечислили, и кому именно удалось попасть, кого удалось послушать? Сегодня мне удалось попасть на Сергея Лаврова, министра иностранных дел. Это была очень, как всегда, содержательная беседа Сергея Лаврова. Кстати, с ним спикерами были и ректор МГИМО Таркунов, вел это мероприятие Михаил Гусман. Очень действительно, по многим аспектам современной глобальной политики Сергей Викторович поговорил. Говорил, в частности, о Уставе Организации Объединенных Наций, о ключевых положениях этого устава, в частности, о праве на самоопределение народов, и как оно взаимодействует с правом на территориальную целостность, И в этой части, конечно же, нам, представителям абхазской делегации, было интересно, а мне, в частности, как и дипломату, и депутату, конечно же, взгляд очередной раз услышать министра иностранных дел Российской Федерации на эти вопросы. Дело в том, что, конечно, посетить хочется практически все мероприятия, потому что они очень содержательные, очень интересные, но из-за временных ограничений, сразу попасть на те мероприятия, которые представляют для тебя интерес, крайне сложно, и выбирать приходится, по тем мероприятиям, которые больше всего хотелось бы послушать. И я вообще приглашен на фестиваль в качестве спикера. У меня две площадки. На одной из площадок я буду говорить о традиционных духовно-нравственных ценностях в мире и диалоге культур. Там наряду со мной будут принимать участие представители Пакистана, Сербии, Шри-Ланки, Ирана, Афганистана, Индии, Франции, Непала, Вьетнама, много, И 6 числа я в качестве участника международного блока фестиваля выступаю со спикером на тему роли межконфессионального сотрудничества в построении нового мира и международного диалога на развалинах однополярного мира. Очень такие фундаментальные темы. Надеюсь, достойно представить наш опыт Абхазии, абхазов, в вопросе значимости личности, прежде всего, человека как основной ценности в процессе сосуществования представителей различных конфессиональных верований, и культур, которые проживают и мирно проживают, сосуществуют в Абхазии. Такая у меня часть, меня попросили подготовить. Будет интересно, надеюсь. Программа действительно очень насыщена. Где еще, на каких площадках еще удалось побывать, и что вы для себя почерпнули? Основная сегодня для меня цель была, основной площадкой было именно Сергей Викторович Лавров выступал.
Поэтому основной как бы упор был сделан на то, чтобы суметь туда попасть. Интерес колоссальный был к его выступлению, очереди, ну там, я не знаю, Да-да-да, ну, наблюдали мы огромное тоже, да. количество просто людей, не побоюсь этого слова, то он в начале своего выступления говорил о роли вообще устава Организации Объединенных Наций, да, в ключевых положениях о том, что, на его взгляд, сегодня нет необходимости менять фундаментальные принципы этого устава. Он готовился достаточно продуманно. Единственное, конечно, Сергей Викторович, и тут он как бы это не впервые сказал, единственное, конечно же, есть смысл на сегодняшний день расширить представительство, наверное, этой организации, в частности, и представительство в работе Совета Безопасности. Но дальше он говорил о том, что на одних из первых страницах Устава Организации Объединенных Наций говорится о базовом праве народов на самоопределение, на волеизъявление. Дальше, он говорит, на вторых, на третьих страницах только идет речь о территориальной целостности. И вот эксперты, проводя анализ вот этих двух принципов, содержащихся в Уставе ООН, пришли к выводу, что право территории, право территориальной целостности, оно, скорее всего, второстепенно. Перед волеизъявлением людей, так я понимаю, да? Волеизъявление людей через своих представителей в статусе правителей, правительства, да, которое одобрено всенародно, да, ну, в том числе путем выборов и так далее. Вот это основная ценность. Что касается других, скажем так, направлений, да, участия Абхазии, это вы уже сказали, это молодежь, школьники. Мы знаем, что еще наши государственные структуры участвуют. Например, вот сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между управлением главы Чувашии по молодежной политике и Госкомспортом Абхазии. То есть вот много-много чего происходит. Возможно, там участники пока внутри не знают, до нас тоже доходит какая-то информация, вот что-то быстрее, что-то позже. Тем не менее, видно, что очень насыщенная программа, очень насыщенная деятельность, которую ведут там участники. А мне вот интересно еще узнать, в каких культурных мероприятиях удалось вам побывать. Мы знаем, что туда и артисты, как вы уже говорили, актеры приехали там показывать свое мастерство и так далее. Что удалось посмотреть? И, конечно, какие впечатления? Ну, кинопоказы различные было время посетить, потому что они зачастую проходят вечером после завершения таких, скажем, программ познавательных, содержательной части, да. Но это уже такой вот как бы больше расслабиться, да, после того потока информации, который ты за день получаешь, да, и отдаешь в том числе. Это важная часть фестиваля, на мой взгляд, потому что здесь взаимопроникновение, как бы, да, там и наши ребята в этом плане, не знаю, максимально абсолютно вот передают все то, что могут дать и они фестивалю. Вчера имел счастье побывать на бое, спортивная часть, да, это титульный бой был нашего боксера, нашего соотечественника, в котором он одержал победу, да, и стал кандидатом на звание чемпиона по версии IBA. Это очень эмоциональное было вчера мероприятие, там все выложились, и поддержка, конечно, была колоссальная у нашего боксера. Надеюсь, это тоже ему дало силы победить соперника, который достаточно
серьезный был, да, и достойный соперник был. Вот эта радость и послевкусие до сих пор нас держит, Понятно. честно говоря. Хотелось бы все-таки услышать вашу оценку, как бы и депутат, и, по-моему, исполнительный секретарь ВАК, да, Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, и молодой человек, да, как вы оцениваете значение этого форума и то, что вот Абхазия настолько представительно в нем участвует? Крайне высоко оцениваю возможность участия. Это уникальная возможность подчерпнуть очень много чего для себя нового и поделиться. Ведь сегодняшний мир на самом деле нуждается в тех традиционных ценностях, которые для нас являются, я имею в виду жителей жителей Абхазии, абхазов, да, вот, являются базовыми такими установками, что ли, базовыми настройками. В этом плане очень важно. И плюс этот форум – это такая фабрика контактов, фабрика знакомств новых. И возможность открыться миру, донести нашу правду, нашу позицию, нашу культуру, вот какие-то фундаментальные ценности до представителей, глобального большинства мирового, да, мы говорили уже о том, что здесь принимают участие представители 190 стран. Это, колоссальная цифра, да. Такая очень существенная возможность, да, познакомиться, поделиться, навязать контакты, установить дружбу и продолжить, самое главное, продолжить общение по